Старейшему храму Сыктывкара Свято-Вознесенскому, что в Кируле, исполнилось 200 лет, а потому нынешнее Вознесение Господне ограничилось не только праздничной службой. Здесь прошел и первый фестиваль православной культуры и народного творчества «Путь к храму». Приехали коллективы народной песни из глубинки, учащиеся воскресных школ. Елена Кононова передает атмосферу. Скамейки и сцена – этакий импровизированный концертный зал под открытым небом. Пожалуй, для Кирульской церкви картина не совсем привычная. Но где еще проводить фестиваль православной песни, как не на обновленной территории Свято-Вознесенского храма, да еще праздник Вознесения Господня. На сцене отец Сергий Филиппов из Сосногорска. Батюшка никогда не расстается с гитарой, успевает и служить, и петь. Очнись. За тебя я молюсь. Вернись, поднимись, восстань, воспрянь, утвердись, как встарь. Вокруг самого здания выставка. Здесь 200-летняя история старейшего храма Сыктывкара. В конце 19 века строительство церкви инициировал еще купец Алексей Суханов. Сам же выделил на это деньги. Это был первый каменный храм в Усть-Сысольске, которому за 2 века пришлось пережить и величие, и разруху. В годы советские крест был снесен, колокольня разрушена. В самом здании располагались склады и мастерские, и даже хлебозавод. Владыка Петерим вспоминает, как 39 лет назад после службы в армии приехал в Сыктывкар и впервые увидел Кирульский храм в жалком состоянии, без окон и дверей. Тем не менее, потом всегда находил время приходить сюда и помолиться. В 80-е годы началось возрождение. И уже то, что здесь новомученик-исповедник российский, но не канонизированный наш отец Амвросий Морозов служил, уже об этом говорит о том, что здесь положено настоящее начало. А ведь церковь зиждется на мощах святых мучеников Христовых. Вот они здесь служили, они положили свою душу, дали пример следующему поколению священнослужителям. Мы, преемники их, этим, конечно, радуемся, и это нас вдохновляет на дальнейшие труды. 90-е здесь уже венчались, крестились. Свято-Вознесенский храм тогда носил статус кафедрального, пока не построили Стефановский собор. Здесь же во время визита в Коми в 96-м пасхальные дни литургию отслужил святейший патриарх Алексий II. А для священнослужителей Кирульская церковь была местом для практики. В Свято-Вознесенском храме началось мое воцерковление. Я еще пришел ничего не знающим прихожанином, и он один из первых храмов открытых был. После советского времени весь народ пошел в храмы, и просто была настоящая вера. Сегодня возле храма выросло еще одно здание – воскресной школы. Иерей Иоанн, когда-то еще будучи студентом педагогического университета, во время практики понял, что нашим детям не хватает воспитания в лучших традициях православия. Самое важное – подрастающее поколение, чтобы действительно дети уже с малого возраста могли приучаться к тому доброму, светлому почитанию родителей, почитанию седины старости, изучение Святого Писания для того, чтобы руководствоваться уже в ним в дальнейшей жизни. Приходят разные дети, есть дети из семей не воцерковленных. Это абсолютно не важно. Мы не учим ничему такому сложному. Есть у нас группы со старшими детками, с которыми мы уже углубленно изучаем какие-то предметы, допустим, по Новому Завету. Но в основном это такие общие знания, которые каждому пригодятся. К 200-вековому юбилею Свято-Вознесенская церковь словно обрела новую жизнь. Вокруг нее преобразилась вся территория. Вместо старого асфальта уложили брусчатку, установили светильники, высадили деревья. Восстанавливается и само старинное здание. И вполне возможно, как отметил владыка Петерим, когда-нибудь и Кирульский храм обрастет золотыми куполами. Елена Кононова, Владимир Кривцун, Борис Фомичев, телеканал Юрган.